Перемирие с Трампом или конец НАТО? Германия возвращает призыв в армию и заговор в Ватикане, а Трамп тем временем покупает «Северный поток». Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Британия требует от Зеленского договориться с Белым домом, пока Европа готовится к худшему. Теракт на выборах. На волне хаоса кремлевский кандидат побеждает в так называемой Абхазии. Беларусь учит ливийцев воевать, казалось бы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Зеленский должен наладить контакт с Трампом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер убежден, без участия Белого дома мира в Украине не достичь. По данным Financial Times, он уже провел переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и стремится в течение 48 часов устранить конфликт между США и Украиной. В Лондоне тем временем начинается дипломатический марафон. Лидеры ЕС ищут способы поддержать Украину, избегая при этом обострения отношений с Вашингтоном. На встрече будет более десятка лидеров стран, в том числе ЕС и НАТО. Британский премьер также настаивает на том, чтобы союзники предоставили реальную помощь Украине. Цитирую: «Сейчас нужны пушки, а не лайки в соцсетях». Конец цитаты. И в результате вчерашней встречи у нас было довольно много времени с президентом Зеленским, затем с президентом Макроном и президентом Трампом по телефону. Мы теперь договорились, что Соединенное Королевство вместе с Францией и, возможно, еще одним или двумя странами будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий. Стармер стремится убедить европейские страны увеличить финансирование обороны, учитывая угрозы Трампа сократить поддержку НАТО. Чем закончится это противостояние, как думаете вы? Будет ли Европа противостоять слаженно и сильно агрессии РФ? Пишите в комментарии свои мысли, свои ответы, это правда очень важно. Ну а мы поговорили на эту тему с экспертом, независимым политологом Алексеем Якубиным. С одной стороны, мы видим со стороны ряда европейских политиков, в особенности некоторых, которые не очень поддерживали, это стоит отметить, во время избирательной кампании Дональда Трампа, скорее поддерживали его конкурентку, как бы такую некую иногда и бравурную риторику, да, ну, в том плане, что да, мы поддержим Украину, ну, там, что бы там ни происходило в США, наша позиция будет, скажем так, такая. Но с другой стороны, мне кажется, те же некоторые европейские лидеры, они понимают, что на самом деле, если США, мы представим себе, перестанет поддерживать в военном плане, финансовом плане Украину, то самой Европе будет в этом плане достаточно сложно. И тут есть ряд факторов, которые на это влияют. Во-первых, разобщенность, как мы видим, скажем так, разных интересов, которые есть и внутри Европейского Союза, ну и вот как Британия, которая находится за пределами Европейского Союза, и сложность договариваться друг с другом. Нюансы, связанные с военными поставками. Не секрет, что если мы посмотрим на вооружения, которые поставляются в Украине, то значительная часть из них это американские вооружения. И, скажем так, заменить их европейским вооружением будет достаточно сложно. Свои 5 копеек не могла не вставить Россия. Сергей Лавров в одном из интервью заявил, что Зеленский предал еврейский народ своим поведением. Из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах «отстаньте вы от русского языка», это наш общий язык, наша общая культура, это же все есть в интернете. И вот за полгода превратился в чистого нациста. «Северный поток» — отличный проект, надо брать. США рассматривают сенсационный план — взять под контроль поставки газа в Европу через «Северный поток-2». Но для реализации этого плана необходимо снять санкции с Путина. Главный лоббист сделки — личный друг российского лидера Матиас Варнинг, бывший глава компании-оператора трубопровода. Новый план в теории мог бы дать США беспрецедентное влияние на энергоснабжение Европы. Но готовы ли Вашингтон и Берлин пойти на уступки Москве? Или это новый виток сближения Трампа с Кремлем? Что еще нужно сделать, чтобы стало понятно, кто за кого? На эти вопросы можно отвечать в комментариях под этим видео. Не стесняйтесь.
Администрация Дональда Трампа активно лоббирует кандидатуру кардинала Реймонда Берка на пост Папы Римского, пишет об этом Бильд. Это происходит на фоне ухудшающегося состояния здоровья нынешнего понтифика, Папы Франциска. И хоть по последней информации его здоровье стабилизировалось, весь католический мир сильно об этом переживает. Кардинал Берк известен своими консервативными взглядами и выступлениями против мигрантов. Он представляет собой своего рода оппозицию внутри католической церкви. Назначение Берка может означать резкий поворот в политике Ватикана. Трамп, окруженный католиками в своей администрации, стремится укрепить позиции консерваторов в церкви. Как это повлияет на будущее католического мира, мы с вами еще увидим. Германия возвращает призыв в армию. Командующий сухопутными войсками Бундесвера генерал-лейтенант Харальд Ганте заявил, без обязательной военной службы Германия не справится с растущими угрозами. По его мнению, добровольцы уже не обеспечивают необходимую обороноспособность страны. Все дополнительные задачи, которые мы сегодня выполняем в области территориальной и коллективной обороны, невозможно реализовать без значительного увеличения численности личного состава, а это можно сделать только с помощью призывников. Напомним, в 2011-м Германия отказалась от обязательной службы в пользу профессиональной армии, но после российского вторжения в Украину дискуссия о возвращении призыва вновь набирает обороты. Станет ли Германия снова призывать своих граждан под ружье? Выборы главы самопровозглашенной Абхазии завершены. Победу одержал Бадра Гунба, набрав почти 55% голосов. Его соперник Адгур Ардзинба получил 41,5%, а 2% избирателей проголосовали против всех. Об этом сообщает председатель Центральной избирательной комиссии республики, и об этом пишет «Эхо Кавказа». Но не все так гладко прошло. Стрельба на избирательном участке, бюллетени заливались водой. Выборы превратились в принципе в хаос. В одном из поселков неизвестные в масках ворвались на участок, открыли огонь, опрокинули урну и залили бюллетени водой. В результате нападения 2 раненых. Российский следком уже возбудил дело о теракте, часть нападавших задержана. Словакия угрожает заблокировать саммит ЕС из-за российского газа. Скандальное заявление премьера Роберта Фицо: если на саммите ЕС 6 марта не решат возобновить транзит российского газа через Украину, он заблокирует все выводы саммита. Словацкая республика призывает к тому, чтобы выводы содержали четкий запрос на возобновление транзита газа через Украину в Словацкую республику и Западную Европу. Более того, он открыто заявил, Словакия не будет поддерживать Украину ни деньгами, ни оружием. По его словам, Киев никогда не сможет диктовать условия Москве. Накануне, к слову, мы вспоминали Виктора Орбана и его ультиматумы Евросоюзу, об этом в предыдущих выпусках «Ну и новости». Поэтому сейчас попробовали разобраться в том, почему политики, которых в медиа называют пророссийскими, стали чаще и резче высказывать подобные заявления. Поговорили об этом с политологом Алексеем Якубиным. Как мне кажется, вот некоторые отдельные страны, Венгрия, Словакия, они пытаются, конечно же, воспользоваться вот этой сложной ситуацией, которая сейчас есть в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами Америки, в целом внутри трансатлантического единства, я бы так сказал, да, и пытаются повысить свои акции. То есть, на самом деле, делая такие заявления, они, конечно же, пытаются в том числе получить, возможно, некий такой плюсик со стороны Соединенных Штатов Америки, понимая, что когда США, а мы видим, что позиция США здесь в том, что они скорее готовы работать с отдельными европейскими странами, но не хотят работать с европейскими институциями как в целом, да, потому что была, или как бы избегают такой работы, потому что для меня была очень показательна на этой неделе история, что Марк Рубио отменил свою встречу с госпожой Каллас, хотя, казалось бы, да, вот встреча должна была произойти, но, тем не менее, она была отменена. То есть это показатель того, что они просто хотят, некоторые отдельные европейские страны, воспользоваться этой ситуацией, новой, скажем так, политикой США по отношению к Европе и получить для себя какие-то преференции, плюсы в будущем и так далее. МАГАТЭ зашла на Запорожскую АЭС, но без Украины. Впервые за всю войну международная миссия МАГАТЭ провела ротацию на Запорожской АЭС без согласования с Киевом.
Инспекторы добрались туда через оккупированные территории, возможно, через Крым. Ну, то есть не совсем законно, получается. Станция крупнейшая в Европе, под контролем России с 22 года. Теперь мировое агентство ядерной энергетики, похоже, приспосабливается к оккупации. Украина пока официально не комментирует ситуацию, во всяком случае, на момент записи этого видео. Но означает ли это тихое признание власти РФ над Запорожской АЭС? Израиль перекрывает Газе все. Гуманитарной помощи больше не будет. Израильская блокада Газы достигает нового уровня. Гуманитарные поставки полностью остановлены. Власти заявляют, что без освобождения заложников никакой помощи дальше не будет. Это ответ на отказ Хамас принять план США, который предлагал перемирие на период Рамадана и Песаха. Хамас уже обвинил Израиль в шантаже и нарушении договоренностей, требуя прекращения огня и вывода войск. Теперь судьба жителей Газы зависит от исхода политического торга. Чем все это закончится? Как думаете вы? Пишите в комментарии, я уверен, вы знаете ответ. А тем временем Беларусь показывает, что она совсем не на стороне Израиля. Ливийский спецназ прошел углубленную подготовку в Беларуси. Церемония выпуска состоялась 1 марта с участием начальника Генштаба сухопутных войск Ливийской национальной армии генерал-лейтенанта Саддама Хафтара. Группа, не менее сотни бойцов. Ранее 17 февраля фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар вместе с сыновьями прибыл в Минск на личном самолете Лукашенко. Встречали его глава КГБ и министр обороны. Стороны обсуждали усиление ВВС и модернизацию военно-морской базы в Табруке. 27,2 миллиона гривен за 20 часов. Очередной мощный сбор денег в Украине. Главная идея не просто помочь армии, а продемонстрировать единство. Соучредитель одного из украинских банков после перепалки Зеленского с Трампом решил активизировать украинцев, показать в очередной раз то, что они готовы на все, чтобы выстоять. Конечно, я не знаю, как сделать ядерку, но это не было целью сбора. Целью сбора было показать, что мы едины, ненавидим врага и готовы бороться за нашу землю, свободу и независимость. А наше единство и есть наша ядерка, которую невозможно уничтожить, даже другой ядеркой. Средства, конечно, не пойдут на настоящее ядерное оружие, пойдут они на спецфонд поддержки бойцов Сил обороны Украины. И если когда-нибудь понадобится создать настоящую ядерку, украинцы снова скинутся. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.